Республика Бурятия в 2023 году отмечает столетие со дня своего образования. Богатый край, богатая история. В течение всей истории человечества на территории современной Бурятии переплетались такие нити истории, в которые трудно поверить с первого раза. От древних времен до создания Бурят-Монгольской АССР. 30 мая 1923 года Президиум ВЦИК принял постановление об образовании Бурят-Монгольской автономной Советской Социалистической Республики с центром в городе Верхнеудинск. Управление республикой было передано Ревкому, который возглавил Михей Николаевич Ирбанов. Этот день навсегда вошел в историю республики. Но что было до этого? Кто жил на территории современной Бурятии? Чем они занимались и какие исторические процессы здесь происходили? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, прямо сейчас мы начинаем увлекательное путешествие по истории Бурятии. Предполагаемое время первого проникновения человека на территорию современной Республики Бурятия 500-200 тысяч лет назад. Столь ранние следы его обитания обнаружены в долинах рек Джида, в районе Белого озера, Хилок, на горе Базина, на горе Хангаракте в виде архаичных орудий труда из камня, в виде массивных рубящих орудий типа колунов, нуклеусов, отбойников. Считается, что на территории Азии первые люди пришли из Африки. До сих пор неизвестно, насколько длинным был их путь. Путь, который сейчас реконструируется, многие исследователи занимаются, вероятнее всего шли все-таки через Среднюю Азию, то, что сейчас называется, или то, что сейчас называется Центральная Азия, да? Через бывшие среднеазиатские республики Советского Союза, через, возможно, Джунгарские ворота, Синьцзянь и вот эту территорию. Есть предположение, древнейшие люди около 400 тоже тысяч лет там появляются и в Горном Алтае, и миграция людей продолжалась еще и из этого региона. Кроме этого, часть людей наиболее древних, еще во времена человека прямоходящего, то, что раньше называли пятикантропом, да, в школьных учебниках, они прошли в Азию, и потом из Азии, возможно, тоже движение с Южной Азии, с Юго-Восточной Азии, вероятно, это движение было, оно здесь фиксируется. То есть путей проникновения конкретно на нашу территорию, в Байкальский регион, как минимум 3 насчитывается. Время проникновения, вероятнее всего, вот в конце Нижнего палеолита. Пока более древних мы не можем проследить, но в Нижнем палеолите точно, в Среднем палеолите. То есть это примерно около 300 тысяч лет назад. Но достоверных доказательств абсолютно стопроцентных этому у нас пока нет. У нас есть только разрозненные археологические материалы, которые мы находим в разных местах. Если говорить о местонахождениях древнейших людей, то это, достоверно мы знаем, это Хоринский район, гора Хангаракте, тот же самый Хоринский район, гора Хатык. Это они буквально рядом расположены. Хотя, несмотря на то, что они расположены, это менее чем 15 километров друг от друга, 2 местонахождения, но археологические материалы здесь довольно разные, то есть это тоже достаточно интересно. Но я считаю, что это разное не последовательное развитие одной и той же культуры, а просто приход других групп людей. В частности, если мы говорим о горе Хангаракте, здесь мы наблюдаем большое влияние южно-монгольской, скажем, габийской зоны, то есть археологические материалы как раз находят большие аналогии у нас здесь. То есть это предполагает, что какая-то группа населения пришла оттуда, с Южной Монголии, с Центральной Монголии. А есть другие материалы, которые, вероятно, оставила другая группа людей, которые пришли с запада. Шли они с Западной Монголии, например, вот так вот, предположительно. 45-30 тысяч лет назад появилась толбагинская культура.
Именно в это время происходит становление культуры человека современного физического типа. А уже 25-14 тысяч лет назад в районе Байкала произошло позднесартанское похолодание. Если мы будем говорить, влияло ли оледенение на жизнь людей, конечно, влияло. То есть влияло в какой степени? Ну, во-первых, там, где ледники континентальные развивались сильно, людям приходилось уходить. Да, если мы говорим о последней фазе оледенения, то, что называется сартанским похолоданием, влияло ли это на быт населения? Да, в какой-то степени тоже приходилось приспосабливаться. Несмотря на суровые погодные условия, еды в Байкальском регионе было вдоволь. Вот только добывать ее было крайне опасно, ведь здесь обитали мамонты, гигантские олени, шерстистые носороги. Одна неудачная охота ставила под сомнение существование всей общины. Древние люди были сильно зависимы от климатических изменений. Они еще не умели делать большие запасы пропитания и сырья, и чтобы выжить, им приходилось всячески увеличивать свою мобильность. А это, в свою очередь, требовало создания новых, легких орудий труда. Если говорить о духовной составляющей людей, древнейших людей, этот вопрос, конечно, очень сложный. Сложный в каком плане? Не всегда мы можем, наверное, правильно оценить то, что мы находим. Да? О них мы можем судить только по наличию материальных остатков, любых. Скажем, там украшения какие-то символические изделия или изделия для символических обрядов. Мы можем говорить по ряду находок о начале религиозных представлений в каменном веке, еще в эпоху, ну, скажем так, раннего этапа верхнего палеолита. На юго-востоке Кяхтинского района, в отроге Малханского хребта, недалеко от современного села Тамир, долина реки Тамир, там есть серия интересных местонахождений или археологических памятников в местности Подзвонкая. Вот. И, например, мы там обнаружили несколько очагов, которые после прекращения своего функционирования с ними производились определенные действия, захоронение очага. То есть очаг вычищался, внутрь его укладывались камни или кости животных в анатомическом порядке. Центральный камень, например, который мы можем рассматривать в одном из очагов, он был посыпан охрой, то есть этим красящим порошком, то есть растерли природный краситель охру и положили сверху фрагмент ноги, по всей видимости, быка. То есть очаг закончил функционировать, и очагу принесли определенную жертву. В период от 7 до 4 тысяч лет назад начался заключительный этап каменного века, получивший название неолит. В данную эпоху возникает устойчивое религиозное мифологическое представление об озере Байкал, как хранилище душ умерших предков, доставляемых туда шаманами на лодках или плотах. Вскоре похолодание стало заканчиваться, менялся климат, и некоторые люди отправились на север в поисках лучшей жизни. Проще говоря, они шли туда, куда уходила их еда. Кто-то даже дошел до края света, и через место, которое сейчас мы называем Берингов пролив, они перешли на другой континент, а оставшиеся люди были вынуждены приспосабливаться к новым климатическим условиям. Но окончание этого похолодания, оно, конечно, тоже в значительной степени отразилось особенно на природной обстановке. И это, конечно, повлияло на уход крупных млекопитающих, ну, скажем, мамонтовая фауна, шерстистые, скажем, там носороги, сами мамонты, они уходили все дальше и дальше на север. Выдвигались идеи о том, что надо было человеку приспосабливаться к охоте на таких уже теперь не стадных животных, и, соответственно, для того, чтобы охотиться на одиночных животных, надо было придумать луки-стрелы.
В районе села Усть-Кяхта на берегу реки Селенга есть несколько местонахождений, в материальной культуре которых появляются черты, которые становятся в неолите основными. Появляется рыбная ловля, становится развитым пошив одежды с использованием тонких игл. Эннолит на территории Байкальского региона – это тот период времени, когда завершался каменный век, люди начинали осваивать металлургию меди и затем переходили уже к металлургии бронзы. Для эпохи неолита наши советские археологи в 70-е, 80-е годы выделили анунскую культуру, а эта же самая культура на территории Монголии носит название Тамцак-Булакской культуры. И чтобы такого разночтения не было, собственно, я и предложил такое компромиссное название – Селенгинско-Даурское. Селенга большей частью связана с Монголией, Великая река Монголии, Даурия – это уже наш край. Население селенгинско-даурской культуры было монголоидным. Об этом говорят материалы из погребений. Это черепа монголоидного типа, так называемой малой байкальской расы. А это было оседлое население, которое вело комплексное хозяйство. Оно сочетало отрасли и присваивающего хозяйства, и производящего. Присваивающее хозяйство – это охота, рыболовство, собирательство, а производящее хозяйство, они занимались земледелием и скотоводством. В конце третьего тысячелетия до нашей эры на территории Монголии и Южного Забайкалья начались изменения в климате и природе в целом. Под их влиянием население селенгинско-даурской культуры сменило оседлый образ жизни на кочевой и полукочевой. Все это привело к завершению селенгинско-даурской культуры и формированию на ее основе новой археологической культуры плиточных могил. Свое название эта культура получила из-за плиточных могил, которые представители этой культуры оставляли после себя. Эти плиточные могилы представляют древние погребения, которые сегодня обозначены в виде каменных насыпей, внутри которых четко просматривается ограда прямоугольной формы. Строились эти могилы из каменных плит. И поскольку основным конструктивным элементом были вот эти каменные блоки плиты, вот Боровка их и назвал плиточными погребениями. Сейчас, возвращаясь к селенгинско-даурской культуре, и в сравнении ее с плиточными могилами, выяснилось, что носители этих двух культур, население этих двух культур резко различались между собой по своему хозяйственно-культурному типу. Если население селенгинско-даурской культуры это были оседлые земледельцы, скотоводы, охотники, рыболовы и собиратели, то плиточники – это были чистые скотоводы. Такая резкая грань между ними по хозяйственно-культурному типу говорит о том, что в какой-то момент произошел резкий перелом в палеоэкономике, в хозяйстве, в хозяйственных занятиях. Земледелие бесперспективно, не хватает влаги, а вот условия для занятия скотоводством, наоборот, улучшились. Теперь не нужно было контролировать поголовье скота. Потому что скот теперь перегоняли с пастбища на пастбище по мере истощения этих пастбищ. И в итоге стало формироваться вот кочевое скотоводство в Монголии, а у нас здесь, в Южном Забайкалье, полукочевое. Раньше жили в жилищах стационарных, постоянных, капитальных. Теперь нужно было перемещаться периодически с пастбища на пастбище. И поэтому разработали новый тип жилища, переносной. Ну а потом в хунское время доподлинно известны уже юртообразные конструкции, потому что изображения юрт имеются на берестяной посуде заргойской культуры. В
В конце второго тысячелетия до нашей эры в южные районы Бурятии на территорию, занятую племенами культуры плиточных могил, произошла миграция европеоидного населения культуры хириксуров из западных районов Монголии. Хозяйство людей культуры хириксуров, как у местного населения, также основывалось на кочевом скотоводстве. Из-за конфликта хозяйственных интересов между ними началась борьба за пастбища. Однако затем между ними завязались этнические контакты, связанные со смешением групп плиточников и хириксуров. И именно они положили начало формированию антропологического типа бурят и монголов. Он получил название так называемой центральноазиатской расы. В III веке до нашей эры на первый план выходит народ, который впоследствии перевернет всю мировую историю – хунну. Государство Хунну появляется в 209 году до нашей эры. Ее границы простирались от севера Байкала до Великой Китайской стены на юге и от Корейского полуострова на востоке до гор современного Таджикистана на западе. Племена Хунну, они на территории юга Бурятии, они появляются с юга, с территории Монголии, продвигались по в долине реки Селенги, осваивали и боковые притоки, то есть Хилок, Джедай и Чикой, где мы, собственно говоря, находим основные археологические памятники культуры Хунну. Шаньюй Маде – это старший сын Шаньюя Тауманя, был прямым наследником, но Шаньюй Таумань имел иной план, скажем так, он женился от второй жены, у него был второй сын, которого он хотел сделать своим наследником. Молодого Маде, еще мальчиком, он отдал племенам Юэджи, где, собственно говоря, он оставался как заложник. Шаньюй Таумань как-то организовал набег на Юэджи с тем планом, чтобы Юэджи убили его первого сына. Но Маде каким-то образом сбежал и вернулся на родину. Шаньюй Таумань был удивлен и этим поступком сына, храбрым поступком сына, и дал ему 10 тысяч конных лучников. Таким образом будущий Шаньюй Маде начал тренировать своих лучников и с помощью своей такой небольшой армии сверг с престола своего отца. Будучи умелыми воинами, хунну постоянно устраивали набеги на Китай. Чтобы обезопасить себя от кочевых народов, китайцы на своей северной границе начали строительство одного из величайших архитектурных произведений человечества под названием «Великая Китайская стена». И Волгинское городище действительно является северным форпостом Хунской империи. Здесь мы видим систему фортификаций, то есть это валы и рвы, то есть их получается 4 вала и 3 рва между ними, то есть достаточно сильное укрепленное городище. И, собственно говоря, это городище играло роль ремесленного центра, земледельческого центра, который обеспечивало кочевников-скотоводов Хунну нескотоводческой продукцией, то есть это, собственно говоря, продукты бронзолитейного производства, железоделательного производства, керамическая посуда, и, скажем так, зерновые культуры, то есть это и проса, и ячмень, и пшеница, возможно. Как раз здесь производился и товарообмен между оседлым населением и скотоводческим населением. Волгинское городище является единственным городом, известным во всей Хунской кочевой империи. Здесь достаточно обширные площади, несколько тысяч населения. Это памятник, единственный памятник, где археологами было раскопано синхронное городище и Волгинский могильник.
В 55 году нашей эры Хунский племенной союз в результате противоборства внутренних элит и дипломатического вмешательства Китая разделяется на две части – северную и южную. Последние перешли под покровительство Ханьской империи, а в 93 году в результате нападения объединенных сил китайцев, южных хунов, сяньбийцев и князей западного края остатки хуну были окончательно разгромлены и ушли на запад. Так началось великое переселение народов. Через несколько столетий ушедшие на запад племена хунну построят новое государство – империю гуннов. Позднее их возглавит великий вождь Атила, который расширит империю от Рейна до Волги. И именно она станет одной из причин падения Римской империи. А те хунну, что не ушли на запад и продолжили жить в Забайкалье, составили генетическое ядро бурятской народности. На территории Бурятии мы видим уже более сотни, наверное, около сотни насчитывается археологических памятников, да, принадлежащих культуре хунну. Вот, наиболее знаменитые, это уже о чем говорилось выше, это и Волгинское городище с Иволгинским могильником. Вот, есть у нас и царские могилы хунских шаньюев или элиты хунну. Это Суджинский могильник в Ильмовой-Паде, могильник Аргойтан, могильник Царам. Согласно некоторым источникам, именно во времена хунну на территории Байкальского региона появляется союз трех племен – Курыканы. Эти племена в тот период времени лесостепного Прибайкалья зафиксировали скотоводческое хозяйство. Но это были не кочевники-скотоводы. Это было население, которое вело производящее хозяйство. Занималось и скотоводством, и земледелием, но производило сезонные перекочевки с зимников на летники и обратно. Также курыканы занимались охотой и рыболовством. Столь обширный спектр хозяйственной деятельности был обусловлен суровыми климатическими условиями Байкальского региона. Большая часть исследователей датирует крумчинскую культуру 6-14-15 веками нашей эры. Есть точка зрения, что начало формирования крумчинской культуры относится к хунскому времени, потому что в некоторых погребениях крумчинцев обнаружены материалы хунского типа. И поэтому вот курыканы – это, собственно, те племена и носители крумчинской культуры, которые зафиксировали уже тот период времени в истории лесостепного Прибайкалья, когда здесь сформировалось уже скотоводческое хозяйство. Но это были не кочевники-скотоводы, это было население, которое вело производящее хозяйство, занималось и скотоводством, и земледелием, но производило сезонные перекочевки зимников на летники и обратно. И поэтому вот, этническая принадлежность курыкан – это большой вопрос. И мнение о тюркоязычности было высказано на основании того, что были обнаружены в памятниках крумчинской культуры изделия, на которых были нанесены надписи рунической письменности. А руническая письменность, в первую очередь, она связана с тюрками Монголии. Но опять вот население Прибайкалья могло ведь и эту письменность заимствовать. И поэтому это очень сложный вопрос, на него нельзя однозначно дать быстрый ответ. Вот курыканы в свое время вошли в состав государства средневековых тюрок, значит, так называемых архонских тюрок, в состав их кочевой империи. Ну, а затем уже после того, как господство тюркоязычных племен сменилось господством монголоязычных племен, курыканы Прибайкалье частью были ассимилированы монголами, которые широко расселились по всему вот, Прибайкалью, а частью ушли на север. И далее начало формирования якутской народности. С 5 по 9 век история на территории Байкальского региона начинает развиваться еще стремительнее. 606 год.
Уйгуры объединились с другими племенами и образовали союз с политическим центром по реке Селенга. 650 год. Танские войска, покорив уйгурские кочевья, создали административный округ Сянье на реке Селенга. 693 год. Начало борьбы между архонскими тюрками и селенгинскими уйгурами. 716 год. В степях Центральной Азии и Забайкалья начинается период господства уйгурского каганата. 840 год. Разгром уйгурских войск кыргызским каганатом. 907 год. Образование Киданьской империи Ляо. Империя Кидани. Кочевые монгольские племена, в древности населявшие территорию современной внутренней Монголии и Манчжурии. Протянувшись от Японского моря до Восточного Туркестана, империя Ляо-Кидань стала наиболее могущественной державой Восточной Азии. Абсолютно доказано, что кидани были монголоязычны, и, собственно, с киданиями и связано происхождение названия современного государства Китай. Китайцы себя называют Хуася, а вот название пришло от Кидани. Кидани исчезли, империя Ляо исчезла, но они вот повлияли на название вот этого государства Китай. Дело в том, что вот монголоязычные общности, да, они состояли, вот, в целом монголоязычная общность в Центральной и Восточной Азии, она состояла из двух компонентов, из двух частей. Одни монголоязычные племена жили в глубинных внутренних районах Азии, то, что мы называем Центральной Азией. Вот в последнее время все чаще используют там термин «внутренняя Азия», а по Центральной Азии имеют в виду вот территории современной Средней Азии, Среднеазиатские республики. Но дело в том, что русская географическая наука, которая ввела этот термин «Центральная Азия», она всегда по Центральной Азии имела в виду территорию Китая, Тибета и прилегающих районов. Южного Забайкалья, Южной Сибири, северо-западного Китая. То, что называют Восточным Туркестаном. И вот эти монголоязычные племена, жившие в Центральной Азии, вследствие природно-климатических особенностей, они занимались кочевым скотоводством. Это вот монголы, буряты. А другая часть монголоязычного населения, она жила восточнее, северо-восточнее. Собственно, та территория, где образовалось государство Кидани. Те районы, они имеют очень плодородные почвы, они хорошо увлажнены. И поэтому там вот это монголоязычное население, оно жило оседло. В отличие от кочевников-монголов на территории нынешней современной Монголии, Южного Забайкалья, вот буряты, да, и они жили оседло, занимались земледелием, занимались скотоводством, и для них был характерен оседлый образ жизни, оседлое поселение. У них рано возникли и города, возникла государственность. После возвышения кидани вышли за пределы первоначальной области своего формирования. И в том числе их влияние, под их агрессию попали степи Монголии и Южного Забайкалья. И таким образом территория государства Китани, она резко расширилась, увеличила и включила в себя вот районы Центральной Азии. Свидетельством столь широкого влияния империи Ляо-Кидань являются киданьские городища и памятники, оставшиеся на территории Монголии и Южного Забайкалья. Но зато широко известна и изучена киданьская керамика, которая была найдена на территории современной Бурятии. И именно это свидетельствует о том, что часть Киданей проживала на этой территории. Образовавшись в начале X века нашей эры и став значительной силой на территории Азии, империя Ляо прекратила свое существование примерно через 200 лет в результате мятежа, и место главной империи Азии вновь стало вакантным. Шел XII век. История циклична, и на территории современной Бурятии, как и везде, один народ занимал место другого.
Одна империя сменяла другую. И совсем скоро в урочище Делюн-Болдок на берегу реки Анун в семье Исугея из рода Борджигин и его жены Оэлун родится мальчик, которого назовут Темуджин. А весь мир запомнит его имя как Чингисхан.